студии Артур Путырский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Больше, чем просто соседи. Мы, государство СНГ, вынуждены укреплять свое сотрудничество. Совет глав правительств СНГ в Туркменистане. Современный комфорт, исторический облик. Всего работало порядка 30 художников-монументалистов, художников-мозаичистов. На весь проект ушло в районе 1,5 лет. В Москве после 2 лет реконструкции открылся Ленинградский вокзал. Сильнейшие на воде. 3, 2, 1, сигнал. Чемпионат БРИКС-2026 по парусному спорту. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в декабре в Москве. Решение об очередной встрече приняли сегодня в Туркменистане. В Ашхабаде весь день премьеры Содружества обсуждали вопросы экологии, безопасности, развития экономических связей, научно-техническое и культурное сотрудничество. Туркменистан в этом году председательствует в СНГ. 12 вопросов было в повестке дня. По всем вопросам были подписаны соответствующие документы. И хочу сказать, что сегодняшнее мероприятие прошло в атмосфере открытого конструктивного диалога. И в очередной раз подтвердило нашу приверженность дальнейшему развитию интеграционных процессов на пространстве СНГ. И еще на заседании главы правительств Содружества объявили Минск молодежной столицей СНГ в следующем году и Караганду в 2028. Наш корреспондент следил за повесткой Совета глав правительств Содружества. Виталий, скажите, а что в фокусе внимания на этой встрече? Ключевые слова для сегодняшнего саммита в Ашхабаде – торговля, цифровизация, транспорт. Это одни из главных драйверов развития и на всем пространстве СНГ, и между такими важнейшими партнерами, как Россия и Туркменистан. Основная площадка встречи – столичный отель «Каракум». Официальное приветствие в фойе и фотографирование. Все строго по протоколу. Непосредственно на переговорах главными темами стали развитие транспортных коридоров, укрепление взаимодействия в рамках объявленного в СНГ года здоровья, устранение транспортных барьеров. В сотрудничестве независимых государств мы опираемся на принципы добрососедства, взаимного уважения, безопасности и стабильности. Сформирован уникальный формат сотрудничества в самых различных областях, который приносит ощутимую пользу всем нашим странам. Это, например, касается торговых связей. Так, в январе-феврале текущего года российский товарооборот с государствами СНГ увеличился практически на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В повестке заседания Совета в расширенном формате 12 вопросов. Акцент также на экономическом сотрудничестве в рамках СНГ. Совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее расширение экономического сотрудничества, укрепление региональной устойчивости и формирование новых возможностей для экономического роста и стабильного развития. По итогам встречи главы правительств подписали ряд совместных документов. Среди них утверждение молодежных столиц СНГ в 2027 и 2028 годах. Ими станут Минск и Караганда соответственно. О культурной жизни и туристических перспективах белого города, как называют Ашхабад, расскажет мой коллега Роман Бирюков. Роман, растет ли число тех, кто выбирает Туркменистан для отдыха, и чем удивляет страна? Наибольший интерес к Туркменистану у туристов из России, Китая, Ирана, США. Чаще всего приобретаются групповые туры продолжительностью 7-10 дней. Среди популярных объектов – древние города Ниса, Мерв, а также пустыня Каракумы. Туркменистан – это страна, где праздник могут устроить на ровном месте. А уж если это свадьба, то гуляют все. Родственники, соседи и даже коллеги. А женятся и выходят замуж в этом году в Ашхабаде с рекордными показателями. Весной зарегистрировано уже около 500 браков. А в среднем в столице за год играют порядка 5000 свадеб. Я сама недавно была невестой и хорошо понимаю ее волнение. По нашей традиции именно я должна за руку вести невесту в дом. Но просто так свое место самой младшей невестке я не уступлю. Я не отпущу ее руку, пока наша свекровь не преподнесет мне подарок – красивый отрез ткани и золотое кольцо. Туркменистан удивляет размахом строительства. Умный город мечты Аркадак стал визитной карточкой страны. Идея возникла в 2018-м. За 5 лет удалось возвести 336 зданий, среди которых жилые дома и административные объекты.
Инновационные технологии вышли на первый план. При плотном трафике сам светофор автоматически освобождает дорогу, то есть уменьшая свои секунды. Это все происходит согласно умной системе. Площадь Аркадага – 1000 гектаров. В городе живут порядка 70 тысяч человек. Он получил свое название в честь национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова. Ахалтыкинские кони – гордость страны. Даже изображены на государственном гербе. Эта порода лошадей считается одной из самых красивых в мире. Традиционный промысел – шелководство – еще одна гордость туркменского народа. В дальнейшем мы планируем увеличить объемы инвестиций в шелководство, что позволит нам создать дополнительные рабочие места для нашего населения, повысить производство ценного сырья. Производство шелка в Туркменистане вышло на новый уровень. Фабрики модернизированы и оснащены современным оборудованием. Также изготавливают материал для пошива государственных флагов и пан-бархат. Роман Бирюков, Мир 24.